Каждая победа, даже самая маленькая, может превратиться в одну большую – олимпийскую. Но для всех этих побед необходима подготовка и долгая учеба. Первые азы спортивной подготовки в любом виде спорта – школьные годы. 18 марта на лыжной трассе Канашского лесхоза оспорили награды основных соревнований на призы олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР по лыжным гонкам Владимира Петровича Воронкова и заслуженного тренера России Владимира Яковлевича Григорьева. Порядка 180 лыжников-гонщиков. А это более 10 команд из разных городов Чувашии и гости из города Ульяновска. Я очень рад, что проводятся такие мероприятия в городе Канаше. Недавно проводили на призы Андреева Юрия Витальевича, предпринимателя по вольной борьбе. Есть у нас выходцы, уроженцы города Канаша, которые завоевали уважение не только горожан, не только Чувашской республики, но и по всей России. В том числе, конечно, всемирно известный Владимир Петрович. Благодаря тому, что он очень сильно работал, с тех лет, как вы здесь юные и молодые стоите, тренировался усиленно, работал над собой, достиг того, что самой дорогой медали завоевал. Это медаль, конечно же, Олимпийских игр. Тем более самую дорогую золотую медаль. Спасибо за ваш труд, Владимир Петрович. И мы, конечно же, постараемся, что Канаше, ну и здесь стоящие тоже достигали этих успехов. Ровно в 10 часов пополудни был дан старт, и первыми на лыжню встали легенды лыжного спорта. Все участники стартовали, строго соблюдая утвержденный порядок старта. В течение соревновательного дня было разыграно 8 комплектов наград. Женщины-юниорки и девушки бежали дистанцию 3 километра, мужчины и юноши – 5. Мастер спорта СССР по лыжным гонкам, директор спортивной школы Олимпийского резерва номер 2 города Чебоксар Николай Николаев не смог не отметить всю важность проведения данного соревнования. Очень много приезжают детей не просто поучаствовать, пообщаться. Я знаю, что сегодня приехали спортсмены из Ульяновской области. Это о чем говорит? О том, что соревнования проводятся организованно. И, я как понимаю, тут еще конец спортивного сезона. И немаловажно это призовой фонд. Я понимаю, здесь очень много меценатов, которые сами очень увлечены лыжными гонками. Они вкладывают в детей не только в призы и покупают инвентарь. Я думаю, это немаловажно. Самое главное, это пример у нас, и самая главная задача стать олимпийским чемпионом. Мы знаем, что мы над этим работаем, и весь чувашский лыжный спорт старается быть похожим на нашего Владимира Петровича Воронкова. Берем его пример. Вот только что он проехал нашу дистанцию на лыжах. Вот его в преклонном возрасте, он говорит о том, что человек, если занимается спортом, он здоров. Владимир Петрович также обратился к участникам соревнования, пожелал им успешных стартов и достижения поставленных целей. Благодаря Владимиру Яковлевичу вообще существуют эти соревнования. Я уже сюда езжу, наверное, лет 8, кроме прошлого года, и я вижу, как молодые спортсмены наши растут прям как на дрожжах. Вы представляете, и не зря в этом году Чувашия на российских соревнованиях, на всесоюзных и международных показал себя очень достойно. И это радует. И тем более радует меня. Я всегда говорю, пока не будет олимпийского чемпиона, для меня это обуза. Вы представляете? Вы правильно меня поймите, что мне нужна замена. Мы уже, в общем-то, люди в возрасте. И для наших земляков нужна смена, нужна молодая смена, чтобы они рассказывали, как они достигли. Мы тоже рассказываем, но это было очень давно, очень давно. И не всегда это интересно. А когда рассказывают молодые олимпийские чемпионы, конечно, молодежь с раскрытым ртом слушает и следует их примеру. Вот это самое главное. И наши задачи ветеранов, конечно, чем больше мы будем общаться с юными спортсменами, тем лучше. Благодарю и нашу главу республики, который вообще за эти годы сделал очень многое для республики.
столько построены комплексов. Тем более сейчас ваши вот-вот запустятся биатлонные базовые базы. Я думаю, что это подспорье. И думаю, что ждать нам недолго. Возможно, на следующий год на Олимпиаде будут олимпийские чемпионы Чувашии. Завершился соревновательный день чествованием победителей и призеров текущих соревнований, а также награждением спортсменов-воспитанников детско-юношеской спортивной школы имени Воронкова, которые в 2016 году показали победные результаты в рамках официальных первенств и чемпионатов. Призовые места на пьедестале в этом году заняли и гости соревнования – девушки и юноши, приехавшие к нам из города Ульяновска. Традиционно, наряду с отличившимися спортсменами, были отмечены и их наставники.